Неделя, которая снова оказалась насыщенной, решая главные вопросы. Один из самых таких сложных пожароопасных сезонов последних десятилетий. Не пропустить ничего, Александр Сергеевич, что окажется важным. Объект за объектом, масштабный и гигантский. Внимание от главы и пожеланий якутян. лишь бы дорога хорошая была, и все. Что осталось за кадром, Поменяйтесь местами. но войдет в эфир. Предприятия не буду говорить. Это и многое другое. Вместе с Айсеном Николаевым. Действовать еще раз оперативно. Ситуация далеко не простая. Возникают каждый день новые пожары, но их тушат, потом возникают новые. Вот такая перманентная борьба идет. Огненная стихия снова дает жару. Как сейчас обстановка у нас с пожарами? Давайте с этого начнем. Ситуация на особом контроле президента. Доклад первому лицу о том, что было сделано заранее. В республику Саха-Якутия и Забайкальский край заблаговременно были переброшены и сейчас активно работают по одному самолету Б-200 и по 2 вертолета Ми-8. Информация о том, что в этот раз вызвала такую пожароопасную обстановку. В Якутии на 31 мая жара уже была плюс 30 градусов, что было последний раз в 1971 году. Не говоря о том, что на кромке пожара люди, где работают, плюс 50 на эту дату. Стихия, к которой, кажется, нельзя быть готовым. Но можно противостоять и с помощью авиатехники. Приходится действовать на такой огромной территории, маневрировать авиацией, самолетами, вертолетами, перебрасывать силы. Силами противопожарных бригад Вроде защитили, пока вроде нормально. и местного населения. Прямое включение на федеральном канале Айсен Сергеевич, здравствуйте. главы региона. Порой люди десятки километров добираются и пешком для того, чтобы приступить к тушению пожаров. Действуют мужественно, грамотно. Борьба за каждый метр площади проходит так, засучив рукава, вооружившись лопатами, бензопилой и вот такими ранцами с водой, как у нашего корреспондента. Чтобы контролировать встречный отжиг, десантники пожарные используют вот такой вот ранцевый огнетушитель, который вмещает в себя до 20 литров воды. Он необходим для того, чтобы контролировать кромку и чтобы не загорелись новые очаги. Усть-Майский район. Наша съемочная группа попадает сюда по воздуху. Вместе с авиалесохраной важно быть начеку, при этом потушить пожар. Буквально час назад ликвидирован самый большой пожар, который действовал в Алданском районе вблизи села Кутана. И не допустить огонь к населенным пунктам. Чтобы она на Юнгру не пошла. Наша задача, чтобы она на Юнгру не пошла. Контроль за ситуацией с пожарами в каждом районе со своей спецификой и юг Якутии в Нюрнбергском. А растительность там предположительно только кедровый сланник, который очень опасный, когда загорается, идет просто факелом, да. Живой разговор и частые поездки по региону, которые позволяют вот так открыто говорить на любую тему. И вот скажи, надо все равно говорить, Александр Сергеевич, обязательно. Руководителю района с губернатором, а ему с президентом страны и быть с ним на связи. По телефону связаться, вот если вопрос какой-то срочный, это получается. В любое время и даже месте. В 2021 году он меня в вертолетах находил, я сам удивился. О многом говорит решение, принятое президентом по итогам визита в Якутию. О дополнительном финансировании работ по тушению огня. Буквально руководитель Якутии ваш приезд поднимал этот вопрос. Перед вами вы дали такое поручение. Чем оно закончилось? Стоимость всех 23 регионов в деньгах 10 миллиардов дополнительно. Мы с 1 января 2025 года запланируем в бюджет половину от этого и закроем этим самым самые горимые регионы. Это для нас очень важно. Ну и то, что кредиторка этого года, которая у нас уже достаточно большая, значительная, так как пожаров у нас много, она уже начнет погашаться буквально вот в ближайшие месяцы. Это мы вместе с Айсеном Николаевым в Татинском районе. Один из главных вопросов – кормозаготовка. Не без сложностей и в этом году. У нас были достаточно серьезные опасения, что будет большая засуха здесь в заречных районах. И буквально вот две недели назад мне такие доклады давали, что 50, 60, максимум 70% может быть от плана. Но вот прошедшие дожди, они всех воодушевили.
и считают уже, что справятся. Ну, конечно, при этом надо будет уже широко использовать работу мобильных бригад. Погода то и дело пытается вмешаться и в заготовительную кампанию, и работу этого совещания. Совещание у нас опять то без света, со светом. Мы сегодня пошутили, что уже традицией становится, когда на наших встречах с главами УЛУСов сельскохозяйственных, заречных групп районов уходит свет, и мы в темноте эти собрания проводим. Некоторые главы говорят, что наоборот, вот в прошлом году без света провели, и хороший светокос был. Встречи в таких полевых условиях, когда вот так теснятся, рядом горит очаг. Обычное дело, эта встреча становится результативной, а еще приятной проходит сразу после вручения ключей от тракторов. Ловим счастливчиков, от неожиданности не находят слов. Бездорожье самое то. А что до этого было? МТЗ-82. Мощности мало с него. А это? А это побольше мощности. И сразу же заводим мотор. Слушается? Ну да, конечно. Чтобы проехать первые метры. Первые метры вскоре проедут и по этому участку дороги. Проеду прямо. Пока проезд закрыт, но сегодня откроют. Подъездные пути к Житайской судоверфи. 261 метр, полностью капитальный ремонт, обустройством водоотводных лотков, с тротуарами, с наружным освещением. Посещая Житай, сын Николай сверяет часы, задает вопросы. Окончание работы у нас. Ну, по контракту октябрь, но надо раньше. Мы же общаемся с прохожими. Мы рады, что Житай вот развивается, что красиво, дороги делают. И водителями. Как вам по новой дороге? Вообще здорово. И очень близко видим, как кладется асфальт слой за слоем. Идет еще один раз техника, и прям покрытие вот шипит, как блины на сковородке. Он очень горячий, 150 градусов приходит нам с завода. И сейчас наша задача уплотнить его и уложить ровным слоем. Благоустройство дорог, территорий и других общественных пространств Идет достаточно активно. Здесь в Житае, конечно же, это и сопряжено с крупным строительством, которое мы ведем по Житайской судоверфи. И я давал поручение, чтобы к моменту окончания вот первого этапа строительства судоверфи у нас и проезд был нормально сделан, и к жилым домам, которые сейчас строятся, и к самой верфи. Работа идет, в принципе, все по графику. Модернизация судоверфи, построенная еще в 40-е, началась 5 лет назад. Сейчас идет начало строительства второй очереди. Это уже вторая очередь? Да, это готовится площадка под станцию воздухоразделения. А это та самая первая очередь и основной объект. Где как раз таки и будет производиться сборка теплоходов и уже спускается на воду. Масштабы, которые поражают. Объект, на котором сегодня практически в каждом углу ведутся работы, сроки поджимают, нужно успеть все до конца этого года. Получится ли и строительство? Завершится? Да, мы получили в собственность республики федеральную часть акций. Это позволяет нам принимать более оперативные управленческие решения. Стройка вся финансово обеспечена, оборудование практически все уже на месте. Строительство, которое на особом контроле президента страны. По Житайской судоверфи я прошу коллег принять меры по завершению первого этапа ее модернизации. Стратегически важный, как и когда-то, проект по созданию Байкало-Амурской магистрали. В Тынде, которая ровно посреди дороги и оттого столица БАМа. Тында великолепного, она приукрасилась. Собираются ветераны того легендарного строительства, отмечают 50-летие. Вспоминаем, как было сложно, но все равно ребята очень довольны, что вот результат труда виден, что они сегодня в столице БАМа. К юбилею и новый памятник. На нем и первые поезда, и палаточные городки, и, конечно, сами строители БАМа. Слова, которые из-за масштаба событий невозможно расслышать, но можно понять, прочитав по губам. Атмосфера, в которой, кажется, все снова становятся своими. Что вот так одалживает бейсболки. Стройка века, подарившая Якутии новые профессии. Будем говорить, с этого момента зародилась профессия железнодорожник в Якутии. Да. Огромному региону новые населенные пункты. И главное, город Нерюнгри. В следующем году южная столица Якутии станет и столицей Сэхаланхо. Его приняли уже 17 районов. Следующие проведут вот здесь, на территории горнолыжной базы. Такой хороший
Ну, вид вообще миллион на миллион, Александр Сергеевич. Успевают пошутить. Да, Димаш, и ты считаешь, что не очень? Есть такая народная примета. Предприятия не буду говорить. Главе показывают, где будут строить основные объекты. Да, Матвей, вот здесь. Да, вот здесь. Да так активно, что едва не страдает камера у одного из операторов. Другой едва не сбивается с ног в гонке за лучшим кадром. Надо успевать, ведь впереди осмотры строительных площадок и социальных объектов. В Якутии бьются рекорды. 76 социальных объектов мы должны построить и ввести по всей республике, это не считая капитальных ремонтов. На сегодняшний день уже введено 17 объектов, и эта работа у нас будет продолжаться. Где-то есть запаздывание. В этом году начали с запозданием. Где-то мы идем впереди графика. До мая месяца мы должны практически все работы завершить. Глава Якутии посещает объекты образования, а позже встречает юных нерюнгринцев. Не упускают возможности сфотографироваться с главой. Вон видим, пойдем спросим. Это жильцы уже села Этыкёль Татинского района. Здравствуйте, вы местные жители, да? Узнают о приезде главы и тут же интересуются. И как он приехал, интересно. Я переживаю за него. Переживаете за него? Как он добирался, да? Конечно. А если была возможность, что бы спросили у главы? У главы? Ну, чтобы дорога хорошая была, во-первых. Дорога и правда одна из главных проблем Заречного района, особенно в дожди. Жесть. Движение крупногабаритного транспорта практически парализуется. Колонны машин и недовольных водителей. Состояние федеральной автодороги Колыма, вот особенно после дождей, конечно, вызывает справедливые нарекания. Уверен, в следующем году ремонтные работы будут проведены и таких катаклизмов не будет. Транспортных. Есть вопросы по улично-дорожной сети, но там все, опять же, работы идут, и мы здесь надеемся, что будет серьезное улучшение уже через год. В Этыкёле весь Татинский район в следующем году принимает игры Манчары, преобразования, которые уже заметны. За столом, где пройдет совещание с главой, видим ответственные лица. Подмечаем заметки. Выделили так выделили. Да. И становимся свидетелями разговора. Время снова расписано по минутам. Совещание чуть пораньше начинается, поэтому, да, подъезжайте. Несколько мгновений, как в дверях появляется глава. Сходу наставление зампреду, игры должны пройти на уровне. Сейчас уже, конечно же, вопросы надо начинать решать по уже основным мероприятиям, по обеспечению транспортному, по размещению, по питанию. За спортивные объекты Многофункциональный спортивный зал. У нас тир будет, кабинет для шашек. уже не беспокоятся. Это какое место будет? Вот это лифтовая вот здесь. Лифтовая. Да. А второй этаж это уже полноценный стадион будет. Глава успевает их посетить Вот это наш. и сделать вывод. Хорошая работа была проведена и по выбору объектов, подготовке проектов. Сейчас серьезных отставаний по самым главным объектам нету. Есть уверенность, что и многофункциональный спортивный комплекс в Этыкёле, и стадион, и школа на 450 мест с интернатом, они все будут введены в установленные сроки. Строители работают, несмотря на дожди и возникшую грязь, как, собственно, и мы. Это беговая дорожка будущего стадиона в Этыкёле на 400 метров. Сейчас здесь галька на покрытие от ветра. В скором здесь будет бетонное покрытие и, собственно, специальное для вот таких вот беговых дорожек. Вот эта центральная трибуна, она постоянная, да, на 1000 мест. И с двух сторон еще будет мобильные трибуны. Сюрпризов не будет? Нет, не будет. Учтено все. Да. А что сказал глава? Глава сказал, ну все, дальше идите, заканчивайте в этом году. Спартакиада Манчары и развитие национальных видов спорта, о которых еще 10 лет назад говорил президент. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы эти наши национальные виды спорта развивались у нас. Именно как массовые, общедоступные виды спорта. Сегодня о национальных видах спорта Якутии знают далеко за ее пределами. Причем не только юные спортсмены, как показали дети Азии, и те, кто добился самых высоких результатов на международной спортивной арене. Это сейчас очень такой набирающий же обороты вид спорта. Серьезно? О них в самых разных программах федеральных каналов, развлекательных
и новостных, как и комментарии главы о событиях, а еще ситуациях, требующих внимания. Ну что ж, будем следить за ситуацией в Якутии. На всю страну и свой регион. 1000 лет вы у нас не были. Впереди будет снова прямой разговор О жизни самого большого региона страны. вместе с Айсеном Николаевым.